Ассаламу алейкум, Авара. Вот братья говорили насчет царя Сулеймана и как так получается, что авары по происхождению становятся тюрками и еще кем-либо, ну, и теряют свое аварство. И одной из причин этого является то, что тюрки, они активно используют так называемую теорию этногенеза, в которой говорится, что вот эти племена, народы, нации, которые существовали, у них бывает золотой век, когда они начинают там создавать государства, империи, выделяться, там становятся сильными. Потом бывает период упада у них, и по этой теории нации, народы умирают, исчезают племена. Вместо них появляются другие названия, там, другие государства. Вот. И тюрки приняли вот эту теорию за основу. И на этой основе они начали создавать свои государства. Турция, Азербайджан, Узбекистан. И эта теория для них была удобнее, потому что для них, чтобы стать частью, например, вот этих новых наций, узбеки, азера, турки, для них хватало всего лишь перейти на турецкий язык. То есть на основе всего лишь языка они создавали нации, смешивая все в кучу и подавляя все национально. И параллельно они эксплуатировали какие-то положения из ислама, чтобы добиться вот своих вот этих результатов. Они, например, свои языки как бы преподносили как язык мусульман, мусульманский язык. Хотя такого понятия нету, мусульманский язык. Все языки создал Всевышний. И у нас бывает часто, мы когда слышим русскую речь, капур за базумат, начинаем говорить, ну извините, если завтра миллион русских примут ислам, и они будут на русском говорить, они совсем не капуры будут. Наш язык тоже капурский был, с этой точки зрения смотреть. И персидский был капурский, и турецкий был. То есть это вопрос времени, а не вопрос вот этого хакиката, жесть. Нельзя вот так как бы манипулировать исламом и там, где тебе удобно называть, например, что-то, имена, языки капурскими, потому что в исламе нету этого и не было. И там четко определено, что такое, например, исламское, что такое нет, что такое запретно, что разрешено. Вот. И вот тюрки, они начали вот это, в Азербайджане они очень сильно, ну, в основном у нас имеются данные по Азербайджану, эксплуатировали эту тему, преподносили вот язык, говорили, мы едины, мы братья, мы должны быть там все азерами. И вот так обманывали людей. Также в Узбекистане тоже. Там, например, вот в регионе, где Бухара, Самарканд, Термез, там очень сильно вот это влияние фарсизма, там таджики фарсоязычные. И они тоже вот с такой же этой идеей, как бы, они в границах их закрепили, как, например, слово к себе присоединили и навязывали тюркский язык. И заставляли как бы их считать себя узбеками. И сейчас много, например, в Самарканде есть таких таджиков, фарсов, которые считают себя узбеками, они двуязычные. Вот. Они вообще не похожи на тюрков. Некоторые их вообще светлые такие, они даже и на таджиков не похожи. Вот. И у нас тоже вот эта тема, она шла. И вот Сали Сулейман, да, получается вот такая вот дилемма здесь по происхождению авар, а стал тюрком. И у нас сейчас в современности тоже есть вот такой спортсмен замечательный, по-моему, двукратный чемпион мира уже стал, Зауру Гуев. Как наши братья выясняли, у него отец из Ичич-Али, это Гумбетовский район. И, видимо, у них какая-то семейная это было, они, видимо, разошлись. Мать кумычка, и он считает себя кумыком, как бы. Но мы же не можем его заставить говорить, что он авар. Но вот такая штука появляется. И, ну, например, нам, аварам, которые вот живут по другой вот этой идеологической такой базе, здесь мы не признаем эту теорию этногенеза, мы понимаем, узнали, что нельзя причислять себя другому роду. Нам это непонятно, и мы не можем как бы осмыслить, как это вообще может быть, жить вот человек, например, по отцу, авар, там, Даргин, кто-то, и он это. У меня лично перед глазами такое явление, оно не завершилось, но оно шло. Была семья, дочка вышла замуж за авара, уехали в Махачкалу,
приезжает внук, и ему родители дочки постоянно навязывают, что он кумык. И он уже говорит, я кумык жест там. Ну так, в этом кругу жест. Вы представляете, как бы? Еще это благо, что он как бы не выучил кумыкский язык жест. То есть он русскоязычный получается, он ни аварский не знает, ни кумыкский не знает жест. А если бы он выучил, это уже как бы 100% его делают уже кумыком жест. И вот эти кумыки, они навязывают вот это. У нас у аваров нету, у нас наоборот разделяется. То есть у нас досконально как бы мы пытаемся изучить вот эту родословную, там, из какого тухума, с какого рода, кто там твои предки были, вот это изучается. А у них по-другому все устроено. У них там кумукча билет, белево кумукяш. Там вот так же все, ты наш свой человек, да, плевать там, кто у тебя там где-то были же. Вот так они рассуждают, и они радуются, вот, ну, я как бы видел это все, я среди них жил, вот эти моменты. Вот. И это различие между нами. И поэтому вот так происходит. И мы должны как бы не уподобляясь им, потому что это, эта теория этногенеза, она, мы не можем ее принять, потому что по менталитету нашего народа, потому что это лживая, неправильная идеология, мы должны по-другому как бы противостоять вот этим как бы так сказать, и исламским, и человеческим вот этим движениям.